большая работа еще предстоит. Мы проводили сегодня с утра с Бадр Зурабовичем, с командой правительства Абхазии совещание по энергетике, но я вижу динамику. Да, положительная я вижу динамика наблюдается. Да, я вижу динамику, потому что, ну, во-первых, ремонт сетей, установка счетчиков контроля. Ну, потому что до той поры, пока кто-то будет позволять себе не платить, за это будут платить старики и многодетные семьи, которые зимой будут... Добросовестные плательщики, скажем которые так. потом будут попадать на отключение, да, но это невозможно. А вот я с энергетиками местными говорил, они с ужасом сказали, что они сейчас, когда начали наводить порядок, выяснили, что есть даже не физические лица, а есть юридические лица, которые не платили никогда. То есть им когда стали говорить, что надо заплатить, они говорят, а что это? То есть они за 30 лет независимости Абхазии ни разу не платили за электроэнергию, хотя всегда ее получали, имея магазинчик или кафе. Ну, это невозможно. Долг составляет 7 миллиардов, это же... Да, поэтому, но я вижу существенную динамику, которая, ну, вряд ли можно сказать, что проблем больше нет, это, ну, потому что когда не дособирали платежи, самое страшное даже не долг, Денис Александровна, самое страшное, что у энергетиков нет другого пути, у них они недофинансируют ремонт сетей. Ну, нельзя не заплатить заработную плату, нельзя не заплатить за электроэнергию. За что можно не заплатить? Можно не ремонтировать сети. Ну, какое-то время можно, а потом они начинают сыпаться. Потому что значительная часть... Вот сейчас в Абхазии уже нет отключений, которые были бы связаны с тем, что не хватает электроэнергии. Они связаны с авариями на устаревших сетях. Это огромный объем работы, но я вижу прямо динамику и, честно говоря, считаю, что это прям огромная работа, потому что уровень собираемости был 37%. Сейчас по итогам ноября 58%. Да. То есть это 20%. Ну, я когда-то работал министром энергетики в России, я понимаю, что это такое. Да? Там каждый процент дается, ну, просто титаническим трудом, поэтому это крайне важная история. Стало лучше взаимодействие на уровне министерств и ведомств, потому